Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 23 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Будем смотреть на цыганской колоде. И потом Ленорман нам сделает подсказки еще. Итак, карта дня. Валет трефовый. Дополнительно для отношений, дополнительно для работы и дополнительно для финансов карта. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Валет трефовый, он всегда связан с какими-то неожиданными событиями, которые требуют нашего вмешательства, нашего решения, либо просто мы должны на них как-то отреагировать. То есть так незаметно они не проходят. И вот эта карта, она говорит о том, что, скорее всего, у вас будет либо желание с кем-то поспорить, либо желание, в общем, как-то отстаивать свою позицию, и вы можете даже с кем-то испортить отношения. То есть этого, конечно, лучше избежать, потому что те люди, с которыми вы сегодня можете как раз вот поспорить, поссориться, они в дальнейшем могут вам оказать услугу. То есть они, в принципе, люди как бы неплохие, да, то есть они не заслуживают, в принципе, того, чтобы мы от них отказывались, просто могут попасть под горячую руку. Поэтому вот нужно, если даже вот вы чувствуете, что есть ну, как желание агрессивно себя повести, лучше куда-то эту энергию перенаправить в дела, просто уйти, успокоиться, да, вот если есть такая возможность. Вот лучше избежать вот этих споров, этих битв. Кроме того, карта говорит о том, что может быть очень много беготни, суеты, активности, то есть много, может быть, придется делать руками, да, ходить ногами, скажем так, да, и тратить очень много сил на дела, на то, что нужно успеть сделать. Кроме того, эта карта обычно показывает отклонение от нормы, да, вот так, как мы привыкли понедельник проживать, вот так не получается. Что-то здесь происходит другое, новое. Кроме того, вот кроме агрессивности, может быть просто желание все переделать, начать как-то по-новому строить свою деятельность, общаться с другими людьми, осуществлять какие-то планы. В общем, делать какие-то резкие движения, которых вы никогда не делали, да, то есть вот очень сильное желание. И нужно хорошо подумать, надо это или нет, оправдано это или нет. Кроме того, здесь может быть прям давление какое-то со стороны людей вышестоящих, либо обстоятельств жизни, да, то есть вот, может быть очень сложно принять какое-то правильное решение, легче действовать импульсивно, то есть день требует обдуманных поступков. Если говорить об отношениях, то, может быть, очень важно будет быть искренними, очень важно быть такими людьми, понимающими, принимающими. Если, опять же, вот здесь у нас вот эти две карты, они абсолютно противоположные. То есть здесь карта резкая, да, а здесь карта, наоборот, такая мягкая, доброжелательная. То есть получается, что один партнер может вести себя довольно-таки агрессивно, жестко, а второй мягко, да. И какой здесь может быть совет? Единственное, что не допускать ссор, конфликтов раз. И если, допустим, вы чувствуете, что у вас вот какая-то буря внутри назревает, нужно либо искренне об этом сказать партнеру, как-то проговорить эту ситуацию, объяснить, пока еще вы можете сдерживаться, да, и тогда, возможно, не будет ссоры, не будет проблемы. Но если вы сегодня допустите ссору, то могут быть очень серьезные последствия, вплоть до расставания и развода, то есть будьте очень осторожны. Кроме того, могут в отношениях стать очень важными вопросы детей, если они у вас есть, конечно, да, вот, может быть, придется решать какие-то их вопросы, либо они будут вмешиваться в ваши отношения, либо вам их просто захочется там отшлепать, наказать, поругать и так далее, да, то есть и это в любом случае, ну, как бы будет минусом, потому что либо ваш партнер будет заступаться за своих детей, и вы поссоритесь на этой почве, либо еще что-то. Ну, в общем, вот эта картина такого спонтанного
агрессивного поведения, она может быть очень явной сегодня, поэтому нужно быть осторожными. Если вы переключите эту энергию в работу, меньше будете уделять сегодня внимание партнерству, да, семье, это может быть даже и лучше, потому что слишком много энергии такой, которая именно для работы, пробивная такая энергия, она для отношений не годится, поэтому лучше ее, конечно, в работу и перенаправить. Лучше там пусть будут хорошие результаты, чем испорченные отношения с близкими людьми. Для работы дополнительная карта шестерка трефовая. Карта говорит о том, что, возможно, вам в понедельник придется либо заканчивать какие-то важные дела, какой-то проект, либо даже для кого-то это будет желание поменять работу или желание, может быть, перейти с одной должности на другую, может быть, даже в одной компании. Но в любом случае, какое-то вот такое решение вы будете принимать, либо ситуация будет вас заставлять его принимать, когда у вас в работе будут кардинальные перемены. Либо, допустим, может измениться, ну, допустим, что-то в обществе меняется, да, и это автоматически переходит на вашу работу, и в вашей работе тоже изменения правил, инструкций, может быть, изменения зарплаты и так далее, и так далее. То есть карты говорят о том, что все может быть довольно резко, довольно неожиданно, и все-таки эти карты, они как бы закрывают одну дверь, да, открывают другую, потому что, ну, как бы просто так ничего не уходит, просто так ничего не закрывается. Обязательно где-то рядом новая дверь. Кроме того, вот у нас рядом здесь карта девятка червовая, как раз об этом и говорит. О новых людях, о новых событиях, о новых источниках дохода. Да? То есть вот если мы говорим о финансах, эту карту мы положили для финансов. Финансы у нас с работой все равно очень связаны. Тесно, это практически одно и то же. Да? И вот здесь у нас как раз новое все. Новые известия, информация новая, новые люди, новые связи, новые источники дохода, деньги партнера, деньги, которые приходят неожиданно, и деньги, которые, может быть, даже сверх ожидания мы получаем. Кроме того, эта карта еще связана с коммуникациями. То есть ваши деньги зависят от того, насколько хорошо вы умеете разговаривать с людьми, с подчиненными, с начальством, насколько вы умеете строить коммуникации с новыми людьми. Ну, также эта карта может быть и новых событий каких-то в обществе. Это не обязательно люди, это не обязательно события вот такого мелкого масштаба, это могут быть события и большого масштаба. Поэтому вот здесь вот на ваши деньги как раз все это влияет. Посмотрим, что нам скажет Ленорман для удачи, что он скажет для того, как работать с проблемами. Так, это в удаче у нас мыши, в проблемах птицы. Решаем проблемы и совет дня. Карты говорят о том, что сегодня предстоит, скорее всего, много поработать для того, чтобы удача пришла в вашу жизнь. Вот мыши, они обычно говорят о том, что мы можем получить желаемое, да, яблоко, когда мы очень много каких-то одинаковых операций выполняем. Да. Карта говорит о том, что может быть какие-то, конечно, сложные времена есть, какие-то потери и есть, может быть, но все-таки труд и работа в команде, это будет удачей все равно. Нужно не обращать внимания, стараться вот максимально на какие-то сложности, не стараться вести себя там грубо, да, вот по этой карте тоже у нас сходство информации. То есть, может быть, мы разрушительное поведение себе позволяем, тогда о какой удаче может идти речь. Нельзя отчаиваться, нельзя разочаровываться. Вот всю энергию в работу, тогда будет удача.
Кроме того, эта карта еще и с переменами связана, и с серьезностью с такой. То есть мы должны сохранять вот это чувство стержня внутри себя во время перемен. Тогда удача приходит к нам сегодня. Проблемы дня выпадает карта птицы. И здесь проблема в том, что мы слишком много говорим, мы слишком много, может быть, распространяем какие-то новости, слухи, информацию, которая вредит не только нам, но и всем, да. То есть вот проблема в том, что мы слишком много уделяем внимания тому, чему не нужно уделять. Эта карта говорит о том, что лучше направить вот эту энергию в работу, в переговоры, в создание каких-то связей новых, либо направить на свидание, на дружбу, на контакты какие-то хорошие, на установление, да, но не поддаваться какой-то вот истерии, да, не поддаваться общему вот этому влиянию информационного поля. И как решение карта говорит о том, что неплохо было бы вот внутри коллектива, в обществе, где все вот как раз в такой вот находятся в таком настроении, чувствовать себя как-то уединенно, как-то оградить себя от этого, от всего, как бы уйти в себя и вот постараться жить своими планами, жить своими целями, будущим, да. И если, допустим, вы общаетесь с людьми, то только на конструктивные какие-то темы, тогда все будет хорошо. И совет дня у нас выпадает Луна. Карта говорит о том, что любые перемены в настроении нужно будет, конечно, контролировать и стараться сделать так, чтобы наше состояние внутреннее было очень комфортно для нас, чтобы мы, в общем, сохранили свое вот это психическое здоровье, да, нужно как можно лучше контролировать то, что происходит у нас внутри. То есть, да, мы можем работать много, да, мы можем переключиться на деятельность, заняться производственными какими-то процессами, но при этом, если мы не будем контролировать то, что у нас внутри, что у нас происходит с эмоциями, то не получится все равно день сделать плодотворным, не получится все равно день сделать счастливым, успешным и так далее. То есть вот как бы самое главное – это контролировать то, что происходит с нашими эмоциями. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!